Добрый день. Представляю гостя нашей программы. В студии актуального интервью Кирилл Евгеньевич Бычков, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Вы, как вице-премьер правительства Якутии, курируете широкий круг вопросов, связанных со строительной отраслью, внедрением инноваций, цифровым развитием, инвестиционной политикой, развитием предпринимательства и туризма, политикой в сфере государственно-частного партнерства, международных и межрегиональных отношений Якутии. В сфере вашего внимания также вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Совершенно верно. Все правильно. Согласимся, что круг решаемых задач очень обширен, и по одной программе невозможно рассказать о всех направлениях работы, поэтому я предлагаю поговорить сегодня об инвестициях в транспортную инфраструктуру, о сфере инноваций и цифрового развития и о креативной экономике. Да, давайте на все актуальные вопросы как раз мы сегодня поговорим на эти темы. Какие приоритетные инвестиционные проекты республика реализует в части обеспечения транспортной доступности, сокращения издержек на доставку людей и грузов? Вообще, транспортное обеспечение, транспортные вопросы – это сейчас наиболее актуальный путь развития республики, это наиболее такая перспективная точка роста для республики. И, конечно, здесь стоит рассматривать развитие транспортной системы в комплексе. Здесь какой-то отдельный взятый проект, он не сможет в полной мере удовлетворить растущий спрос на мобильность, на транспорт, на обеспечение грузами населения. И здесь, конечно, нужно вовлекать абсолютно все элементы этой системы. Конечно, сейчас в России, да и во всем мире особое внимание уделяется развитию Северного морского пути. Эта транспортная артерия позволит в ближайшее время, что называется, расшить возможности транспортной системы, предоставить новые мощности для транспортировки, а также, конечно, обеспечить те районы, которые на сегодняшний момент очень трудно достигаются какими-то существующими видами транспорта и транспортными системами, и сократить, конечно, издержки, прежде всего, по обеспечению населения, это первая задача, ну и, во-вторых, это обеспечение рентабельности, повышение экономических плюсов для компаний, которые занимаются экономической деятельностью. Мы понимаем, что на севере в основном это разработка крупных месторождений. И это, конечно, пути в будущем, пути экспорта нашей продукции, в том числе и за рубеж, Азиатско-Тихоокеанский регион. Для этого, конечно, вот эти все элементы, они необходимы и должны присутствовать. Но для того, чтобы эффективно интегрировать, например, Северно-морской путь в транспортную систему республики, конечно, нужны, что называется, ворота. Такими воротами на севере у нас является порт Тикси. Не секрет, что многие элементы этой системы, мощности, они устарели, что называется, подустали за долгие годы и сейчас находятся не в самом активном состоянии. Поэтому развитие портовой инфраструктуры порта Тикси, вовлечение его в интегральную систему Северного морского пути – это один из таких приоритетов по перспективному развитию. Конечно, в этом плане у нас с федеральным центром идет очень активный диалог, есть понимание, и сейчас как раз вот эти все планы увязываются в общей концепции. Ну и, конечно, если идти дальше, то это наша речная система, она достаточно емкая. Я не знаю, если телезрители знают или нет, но у нас 11 тысяч километров – это обслуживаемая часть речных путей сообщения, речных артерий нашей республики. Из них где-то около 9 тысяч километров – это постоянные глубины, то есть там, где идет постоянная навигация в определенный период. И естественно, у нас, во-первых, период навигации он достаточно короткий, но при этом возможности и, конечно, себестоимость доставки грузов по водным артериям, она намного ниже, чем любыми другими способами. Поэтому здесь мы будем развивать. В этой связи мы делаем уже в республике конкретные шаги. Как то у нас сейчас идет строительство очень крупного объекта, Жатайская судоверфь, которая будет выпускать
10-12 как минимум судов в год для обеспечения именно речных перевозок, поскольку, не секрет, у нас флот достаточно старый. Вот если взять реку Лена, там средний возраст судна уже где-то 30-35 лет иногда, да, при том, что служить они должны около 25 лет, и появляются новые требования, в том числе экологические, что очень важно. Суда должны иметь двойные борта и многие другие требования, которые просто, скажем так, повышают безопасность прежде всего, но и, конечно, влияет также на экономические параметры. Вот эту проблему призван решать данный проект. Он достаточно емкий, там более 5 миллиардов рублей инвестиций, из них большую часть дает, более 4 миллиардов дает Российская Федерация, республика также вкладывает, республика уже начала вложения свои в проектную деятельность, в строительство нулевого цикла, сейчас уже там активно идет установка свай, нулевой цикл строится, поэтому мы ожидаем, что в 2021 году этот проект будет завершен. И в 2021 году уже будет у нас первое судно закладываться на судоверфи. В 2022 году оно будет спущено на воду, и мы начнем планомерно пополнять парк, который сейчас находится, в общем-то, в таком достаточно дефицитном состоянии, парк речных судов. Это что касается речного. Ну и, конечно, мы много раз об этом говорили, это известная тема, важная для республики, это строительство моста через реку Лена в районе города Якутск. Это для нас, по сути говоря, ключевой элемент этой транспортной системы, без которого все остальное будет, конечно, гораздо менее эффективно, и работа всей системы будет, скажем так, не на полную катушку. Мост через Лену. Сейчас этот проект очень активно уже вошел в активную стадию продвижения. Мы на сегодняшний момент уже в составе рабочей группы федеральной со многими министерствами нашли не просто понимание, а уже ведется работа по включению в план, в комплексный план на развитие магистральной инфраструктуры. Поэтому я думаю, что вот вместе с этим элементом, напомню, что он позволит вовлечь в круглогодичную транспортную доступность 83% населения нашей республики. Ну и, конечно, это огромный, скажем, вклад в не только удобство, но это и снижение затрат. Прежде всего, это затрат жителей. То есть у жителей будет, во-первых, на продукты, на материалы, на все, что вот мы используем, издержки будут меньше у транспортников, поэтому и будет влиять, конечно, на снижение цен на многие-многие виды. Ну и, естественно, это не стоит об этом забывать, кроме экономических таких плюсов и перспектив, это безопасность, поскольку мы все понимаем, что такое паромная переправа через реку Лена, это такая боль, в общем-то, которое очень сложно другим путем устранить, поэтому я думаю, что здесь мы тоже эту аргументацию эффективно будем продолжать. А говоря вот о проекте «Ленский мост», когда власти региона будут готовы дать главе государства экономически обоснованный проект строительства этого объекта? На самом деле экономически обоснованный проект, как проектная проработка, предпроектная проработка уже существует. Есть транспортная модель моста, причем вот эти все работы, они достаточно емкие и вовлекают в себя огромное количество данных. Это и прямые эффекты от моста, это и косвенные эффекты от моста. Существуют различные федеральные требования. Например, Минэкономразвития уже выработал методику оценки таких косвенных эффектов. Мы по этой методике уже представили все проработки. От Минэкономразвития получили подтверждение, что мост является действительно эффективным звеном, что целесообразно его строительство, что оно, во-первых, даже себя окупит с точки зрения федеральных средств достаточно за короткий период, за счет того, что средства на северный завоз потребуется в меньшем объеме, чем это требуется сейчас. Но и другие министерства, и Минтранс России, и Минфин, с которым сейчас идет этап диалога, это по финансовой модели. Поэтому я думаю, что в самый ближайший срок мы себе ставим
такую цель, чтобы вот уже к началу года подойти с включением в программу с пониманием средств, ну и дальше мы пойдем уже по пути реализации. Цифровизация – это тренд, заданный главой республики Айсеном Николаевым. Что получат в конечном итоге жители Якутии при внедрении новейших цифровых технологий? Цифровизация – это действительно одна из важнейших задач сейчас в республике, и был подписан соответствующий указ главой республики, и по этому указу идет очень плотная работа. Практически все министерства, все отраслевые министерства должны быть цифровизированы. Что это значит? Это значит не только перевод данных с бумаги на цифру, но это и перестройка вообще всей системы сейчас отношений в делопроизводстве, в функционале, в процессном управлении. Это те элементы, которые позволят, во-первых, скорость увеличить гораздо, принятие решений, имплементация решений, реализация. Но это и элементы, которые позволяют использовать большие данные для принятия более правильных решений, для принятия не только более быстрых, но оперативных, поскольку сейчас очень скорость сильно возросла, жизни вообще. И для нас важно, чтобы это отражалось на управлении государственным. Поэтому применение, конечно, технологий новых, безусловно, это приоритет для высокотехнологичных отраслей, например, медицина. Вот здесь, по сути, безграничные возможности для применения цифровых методов, цифровых подходов. Наверное, приведу пример телемедицины. Это один из таких важных сейчас элементов, тем более для нашей республики, где огромная территория, где необходимы срочные меры по оказанию помощи жителям в отдаленных регионах. Конечно, телемедицина, она окажет ни с чем не сравнимую помощь в решении этих вопросов. И мы уже приступили тоже здесь к практической реализации. У нас есть партнеры, с которыми мы общаемся в этой отрасли. Это крупные, в том числе и российские медицинские холдинги, компании, которые занимаются строительством, обслуживанием медицинских центров, которые занимаются телемедициной, это передвижные пункты помощи, это передвижные станции телемедицины и так далее. Ну и вот несколько недель назад была как раз такая достаточно примечательное такое событие, была проведена уникальная операция, и у нас, скажем так, элементы такие вот цифровизации, они были видны всем абсолютно, она велась в YouTube, это была операция по гинекологии, операции по пересадке почки, и ряд других элементов такого вполне практического применения, и мы это видели на экране, и уникальность заключалась в том, что врачи оперировали, смотря на 3D-экран, и мы понимаем, что это можно делать на расстоянии. То есть сейчас, конечно, нормативная база по всей стране должна привестись в соответствие с новыми тенденциями, с шагами широкими, которыми шагает телемедицина, но для нас это один из основных таких драйверов наших возможностей в здравоохранении. Но, конечно, практически все сферы, и образование, и культура, они все у нас подвержены новым тенденциям, поэтому нужно идти не просто в ногу со временем, но мы, как инновационный регион, мы же себя позиционируем как республика высоких технологий, новых возможностей, то мы должны идти в пилоте и, в общем-то, впереди всех. Кирилл Евгеньевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, гостем сегодняшней программы был заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Евгеньевич Бычков. Оставайтесь на Якутия-24.